Новый сезон в Чувашском академическом драматическом театре открыла пьеса Иоакима Максимова-Кошкинского «Константин Иванов», рассказывающая о судьбе знаменитого поэта, автора бессмертной поэмы «Нарспи». В постановке показаны жизнь и быт людей в начале XX века, их мечты и стремления. Здесь же можно увидеть, какую роль в судьбе молодого поэта сыграл чувашский просветитель Иван Яковлев, который, прочитав рукопись произведения, воскликнул: «Это начало чувашской художественной литературы. Пусть все узнают о жизни прекрасной Нарспи». Немаловажное значение спектакля имеет и образ основателя Чувашского театра Иоакима Максимова-Кошкинского, который мечтает сыграть Чацкого. Он уверен, что имя Константина Иванова узнает вся Россия. Поддержит поэта в трудные минуты и композитор Федор Павлов. Он мечтает о Чувашском театре, где можно будет ставить оперу и оперетту. В своей студенческой или в школьной вот такой жизни, тут у них и радости, и горести, но молодые, они все полны жизни, но вместе с тем это было очень трудно впервые. И вот в переплетении социального много сложного вот в этой жизни и в стремлении каждой индивидуальности проявить себя, выйти, состояться. Это главная идея, в общем-то, главной линии и в пьесе, и в спектакле. Судьба Константина Иванова складывалась очень драматично. Но за свою короткую жизнь он успел оставить свой след в чувашской культуре. А поэма «Нарспи» по праву стала классикой. Она повествует о том, как сложно было в то время чувашской девушке, которую по воле родителей выдали замуж за старого и злого тахтамана. А пьеса рассказывает о том, как проходило становление молодых творческих людей того времени. Константин Иванов, Иоаким Максимов-Кошкинский и Федор Павлов полны силы и решимости нести просвещение в народ. На сцене воплощены живые образы. Актерскую игру прекрасно дополняет музыка, ведь ее язык универсален. Актер Сергей Павлов исполнил в этой пьесе роль выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлева. Прежде всего, Яковлев учит своих учеников жить правильно, понимать окружающих и, конечно, постоянно совершенствоваться. Ведь без этого не может быть хорошего педагога. Сергей Павлов рассказал, что он много читал о жизни просветителя, прежде чем сыграть его роль в постановке. Очень много читал, даже в школе, в институте я столько не читал, как здесь. Прежде чем актер что-то должен делать, сначала должен историю знать о своей роли. Спектакль идет на сцене уже не первый год, и публика очень тепло принимает его. Разумеется, нелегкая судьба молодого поэта не может не тронуть сердца людей всех возрастов. Кроме того, такие постановки помогают сохранить национальный язык и культуру. Я оценила то, что это жизненно, это не наиграно. Это на самом деле интересно тем, что это просто по-настоящему. Все. Я еще хочу, конечно, еще раз попасть только на следующие спектакли, которые здесь бывают. Но этим спектаклем я очень довольна. Буду советовать его. Так что равнодушных в этом зале не было. Ведь это история литературного гения, написанная основателем Чувашского театра и кино. Елена Яковлева, Екатерина Янгалакова. «Жизнь столицы».